образ, который я хочу создать, объединяет людей, не похожих друг на друга, людей разных поколений, людей с разными характерами. Герои октября, Великая Отечественная война, мои современники. Вот что меня волнует. Тревожными и опасными были на Тереке 20-е годы. Кругом бандиты. Много коммунистов и комсомольцев погибло от их рук. Выделялись своими зверствами лавровцы. Была такая банда в наших местах. И вот однажды мы, мальчишки, наткнулись на них в лесу. Бандиты готовились к налету на нашу станицу. В ней стоял отряд чон, которым командовал комсомолец Володя Тускаев. Нас хотели сразу расстрелять. Один из бандитов заступился за нас. Мальчишки, мол, деревню возьмем, потом отпустим. Отвели нас к реке. Кухня там была у них. Вдруг слышим крики: «Тускаев едет! Тускаев!» Бандиты вскочили в седло и поскакали в сторону дороги. Володя ушел бы от погони, да рассыпалась его бричка. Ему было тогда 17. В таком возрасте жизнь кажется прекрасной и вечной. Был он секретарем комсомольской ячейки, командиром отряда чон. Однажды на собрании молодежи станицы он горячо убеждал ребят: идите к нам. Комсомол — наше будущее. Никто не записался. Боялись кулацкой расправы. После собрания он шел один темным переулком, и кулаки пытались убить его из-за угла. Наутро вся станица узнала об этом, и многие из ребят пришли к Володе. Собрание курайдет, да вот Володя нахаш бараш, да ама трибуна марастиш. Как только его привели, стали допрашивать. Допрос вел сам Лавров. Тускаев ответил: «Я ничего не скажу вам». Когда бандиты поняли бесполезность допроса, они зверски избили его. Затем потащили к высокому крутому обрыву. Ему отсекли кисти рук, нос, уши, но Володя молчал. Кто-то выстрелил в упор. Мертвое тело изрубили на куски и сбросили в Терек.
Мне очень тяжело говорить о Володе. Рос он сиротой. Советская власть заменила ему отца и мать. У меня часто просят фотографию брата, но ее нет. Он не успел сфотографироваться. Есть только портрет, нарисованный по воспоминаниям. Когда фашистские орды подошли к Кавказу, под городом Орджоникидзе героически сражались с врагом воины самых различных национальностей. Среди них был и наш земляк, летчик-комсомолец Владимир Зангиев. 5 ноября 1942 года над поселком Хаталдон завязался воздушный бой между несколькими мессершмиттами и самолетом Владимира Зангиева. В этом воздушном бою Владимир Зангиев сбил 2 немецких мессершмитта, но слишком неравным был бой. Объятый пламенем самолет Зангиева устремился к земле, где хозяйничали фашисты. Без сознания Владимир был взят в плен. Несмотря на опасность, в Хаталдоне ухаживала за советским летчиком Фаруз Басаева, спасая ему жизнь. Раненого летчика фашисты притащили в наш дом. Он был без сознания. С лица и рук его свисали обгорелые куски кожи. Нога была сломана. Несколько дней подряд его пытали, требуя указать месторасположение аэродрома. Володя молчал. Тогда его привязали к хвосту лошади и погнали ее. Затем окровавленное тело сбросили в яму и закопали. Но через некоторое время одному из гитлеровцев пришла мысль сфотографировать свою жертву. Могилу раскопали. И тут случилось невероятное. Володя был жив. Потом был концлагерь, где фашисты уничтожили свыше 150 тысяч советских воинов. Но и в этих условиях мы продолжали бороться. Однажды ночью мы запели «Интернационал». Фашисты открыли беспорядочный огонь. Но песня летела над лагерем, и никакие выстрелы не могли ее заглушить. Этот случай помог нам найти в себе новые силы для борьбы с врагом, придал большую смелость и решительность в организации побега из лагеря. Сегодняшняя молодежь не испытала всех ужасов войны. Но когда видишь ее в труде, учебе, то чувствуешь в ней то же упорство и энергию, с которой и мы когда-то учились строить, летать, сражаться с врагом. Получаешь огромное удовлетворение от того, что помогаешь растить новую смену защитников Родины.
Меня часто спрашивают, откуда такой массовый героизм, проявленный комсомолом, молодежью на фронтах Великой Отечественной войны. Секрета в этом никакого нет. Мы горячо любили свою родину, свой народ. Мы были воспитаны на революционных боевых традициях наших предшественников, комсомольцев 20-х годов.